В завершении выпуска с Днем защитника Отечества ветеранов Нерюнгри поздравил глава города Леонид Олейник. С подарками он отправился домой к ветеранам. О том, как встречали гостей, расскажет наш корреспондент Игорь Акимов. Ветеранов Великой Отечественной войны в Нерюнгри осталось немного. По сравнению с прошлым годом их количество сократилось вдвое. И именно эти великие люди в День защитника Отечества достойны самого трепетного отношения и самых добрых слов. В гости к ветеранам с поздравлениями и подарками 23 февраля традиционно отправилась делегация во главе с мэром города Леонидом Олейник. Поздравляли этих великих дедушек и бабушек представители общественной организации ветеранов Великой Отечественной войны, представители Восток-нефтепровода, а также представители юного поколения нашего города. От ребят, от Восток-нефтепровода, от представителей стоит наше казачье общество. Хотим пожелать вам крепкого здоровья, вам, всем вашим близким. Спасибо за все. Эмоции в этот день переполняли каждого ветерана, к которому посчастливилось попасть в гости. Едва открыв двери, сразу виднелась улыбка на лицах, а у некоторых и слезы счастья. Эти люди прошли в своей жизни страшнейший путь ужасной войны. Спустя десятилетия для каждого из них по-прежнему остается весьма немалозначимым быть незабытым своей родиной. Уважаемые защитники Отечества, от всей души, от городской администрации, от себя лично поздравляю с Днем защитника Отечества. Желаю крепкого здоровья, благополучия, чистого мирного неба. Дай Бог, чтобы не было войны. Игорь Акимов, Кирилл Федоров, НВК «Саха», Нерюнгри.